Так, всем доброго времени суток. Мы пришли к Заловке в гости, к самой старшей нашей Ведено. Вот. Сидим тут под навесом. Дима, там беседка еще. Обязательно нужно выпить чай с этих кружек. Из-за этого я насоила читаю. Тут один бандит есть, но мы вам его не покажем. Но он очень-очень-очень бандит. Ой, сунаха схетиш ты, орел, башни, асаки черю керта цаишт. Санохчи, вот это все мне нравится. Когда так все сделано. Да, умола. Так, ну, чувай? Или посуду, или еще? Да. Это их зимняя кухня, летняя. Вот так я хочу во дворе козырек тоже сделать, между двумя домами полностью, чтобы двор был закрыт. Да, Има? Машалла. Лавочка. Так, вы все идете сзади. Ищет лавочки за двором. Вот такую лавочку я за двором хочу. Качеля, да, пожалуйста. Кататься можно сколько угодно. И беседка тоже у нас там сзади во дворе. Тоже сделаем. Има, сюда на лавочки, да, поставить еще? Шицатер, с двух сторон лавочки. Хасхарю. Да, ишт хасхуджо. Качеля. Вот. Во дворе будет хорошо, вот так полностью закрыто, не дождь. Машина будет стоять, чтобы не намокала под дождем. Ой, качелька, я хочу покататься. Они недавно, это мои Заловки невестка, они это там обои клеили недавно с мужем вдвоем в этом доме. Я вот сейчас вам покажу. Оказывается, они очень хорошие специалисты. А это у них старое заведение. Здесь раньше вроде была библиотека, если я не ошибаюсь. Они сейчас тоже хотят снести, иншаллах, построить хорошую летнюю кухню большую. Машалла, хаскертю. Сколько здесь труда вложили, сколько Заловка моя здесь трудилась. Это все, конечно же, не за один день делалось. На это все столько нужно сил, здоровья потратить и денег, что это вообще ни одной соринки, ни пылинки, ничего, все идеально чисто. Машалла. Ой, как хорошо на этой качеле кататься. А вот такую плитку, только я хочу за двором у нас, да, где сейчас снесли забор, ворота, только я хочу вся, чтобы она была серого цвета, да, вот под цвет щебенки, вот вся она такая серая, не с розовым, а просто серая, одного цвета. Вот так хорошо, дорожки сделаны, там задний двор у них, все закрыто, классно вообще. Вот лавочка у нас тоже будет за двором такая, иншаллах. Кстати, мое первое видео, мой канал начинался с этого двора. Кто со мной с самого начала, те помнят, как раз невестку они должны были, ну, вот эту взять, и шла подготовка. Это как раз пандемия, как раз на второй день нас закрыли полностью, я помню. Ну, даже на свадьбу люди не смогли приехать. У них медведь во дворе, он стоит. Одним словом, порядок. Закройте шторку. Чтоб мухи, да, не залетали? Ну пусть. Их тут и нету, в принципе.
Здесь молодая невестка живет. Здесь у нее вся косметика, все такое. Красиво все. А невестка работает учительницей в школе, там, где и Анжела. Вместе работает. Шторки, да, как красиво тюль сделана. Машалла. Вот такие я хочу полы. Ну, короче, все такое я хочу под навес. Стены из досок, все, что было. Такой шифоньер красивый. Это белорусская мебель. Бандит раскидался. Мальчик у них маленький мальчик. Только ходить недавно научился. Такие ковры вот эти турецкие хорошие. Тут у невестки отдельные комнаты, понятно? Свекровь отдельный дом, у невестки отдельные свои комнаты. Девочки, это ихний зал. Она со своим супругом, ну, с моей заловки, с ее сыном, они вдвоем клеили обои. Муж и жена, о, какие спецы. Натяжной потолок у них, глянцевый. И во всех комнатах вот эти вот, тоже сейчас модно ставят их. Но я не знаю, я у себя буду делать так или не буду. Я хочу венециал сделать. Вот, поэтому у меня женщина, которая мне делает маникюр, они дома сделали венецианку недавно тоже. Ну, ремонт делают, и все под венецианку. Это просто супер, как красиво. И обязательно вот эти полы, они, во-первых, богато смотрятся, посмотрите, как блестят вообще чисто. Вот здесь доски, да, белые, и уже, наверное, раза 3-4 красили лаком. Раза 3, наверное. Когда постелили первый раз, потом еще второй слой. И вот недавно они здесь клеили обои, наводили здесь порядки. И она говорит, я еще раз покрасила вот недавно. Скорее всего, 3 раза. Красиво, да, смотрится? Машалла, очень. Я тоже хочу. Конечно же, дорогое удовольствие, но раз сделаешь порядок в доме, то, мне кажется. Здесь мой самый-самый-самый-самый-самый первый ролик, если вы посмотрите на ютубе, мой самый первый, вы увидите, что первое мое видео было именно с этого дома. Вот Беркат Халасон, чего хазнеях санцунах Беркат Халасон, дик подписчик Бяхкенсон, дик просмотр, шуса, альхамдулилла. Это хамер еще, что первый раз, им как раз ханзу диалог шверч, команд шеш, бог бештва. Съемка Лирса первый раз. Дейл додал, Берктех Лирсон и канал, и подписчик ша, Моссо хазнеях сам Берктех Лирсон. С тех пор дик канал растет. Ну, суть дела в том, что у нас первый раз съемка. Это у меня самая старшая заловка, она тут у нас с нами живет, видимо. Вот. Невестка работает в школе, там, где с Анжелой вместе. Вот. Так вот красиво это смотрится очень. Я что хотела сказать, это она уже когда пошла, невестка когда пришла, когда она пошла работать в школу, это она купила уже, ну уже на свою зарплату собирала, переклеили обои, она поклеила, и вот это вот, все, вот эта мебель, все тоже, она очень недешевая, очень, я это знаю, это очень недешевая мебель. А холодильник у нас же, когда зять идет первый раз, да, ну, девочка замуж вышла, идет зять, его родители первый раз там, спустя какое-то время, то зять ударит телевизор. Раньше часы золотые дарили, то кольцо, то... Ну, сейчас, в общем, телевизор. Я тоже такого мнения, что нужно дать телевизор, потому что и он, и дочке вашей достанется, правильно? Это самый лучший вариант, чем ему часы дарить.
Лучше телевизор, он и дочка будет смотреть. Хотя здесь был, конечно, другой телевизор, но они, по-моему, его под навес вынесли. А теперь здесь новый поставили. Ну, в общем, вот так вот красивая вот такая мебель. Шикарная, шикарная. Смотрите, какая она красивая. Мальчик мультики смотрел, «Синий трактор». У них маленький мальчик. Вот, машалла. Красивая мебель очень. Очень-очень красивая. Шторы богатейшие. Очень красивая. Ну, все эти приятные хлопоты у меня впереди до Алмула. Смотрите, багеты какие красивые. Все идеально, чисто и красиво. Все эти хлопоты, иншаллах, у меня впереди. Вот, хочу вам все показать, прям, чтобы вы полюбовались. Я знаю, вы любите мои обзоры, вам нравится это. И мне нравится снимать такое разнообразие для вас. А здесь у них они хотят... Ну, здесь просто обои покрыли, здесь пока ничего нет. Они хотят здесь детскую игровую сделать из этой комнаты. И поэтому... Там дверь закрыта, а я не буду туда заходить. Хотя мне сказали, киса снимает. Но нас только не показывает, а то мы некрасивые. Я говорю, ой, сидите некрасиво. Ну, не хотят люди, не все. Я не виню людей. Мне главное, чтобы дали мне поснимать красоту. И все. Мне нравится вот это вот жалюзи на окнах, знаете. Ни пыль никакая не идет в дом. Все чистенько, аккуратно, закрыто. Ни солнце не выгорает, ничего. Хорошо так, знаете. Тряпочкой протер все. И пожалуйста. Но обои эти очень красивые. Очень. Шторы, тюль красивая. Пахнет прям хорошо здесь свежестью. Свежим ремонтом пахнет. В общем, прям пахнет вот свежестью в доме, чистотой, машалла. Бандиты тапочки стоят. В общем, такая вот красота, девочки. Это невестки рабочий стол, тут она работает. И там с Анжелой в комнате. О, девочки, у нас уже вечер. Сейчас будем пить чай. В заловке сын поехал за сладостями, хотя нам уже нежелательно бы. Но все равно мы заказали тортик. Он сейчас поехал, привезет нам тортик. И мы попьем чай. Я вот там прям разгулялась, да? До одной заловки, до Девера поехал. Там же с другим Девером побывали, встретились. Сейчас в город поедем. Нам там немножко нужно было с паспортами работать. Ой, девочки, красавицы. Мы сейчас будем пить чай. Будем пить чаек. Хлебница красивая, да? Такая. Ничего лишнего. Мы сейчас... И Машка на скорую руку нам приготовила с фаршем вермишельку или макароны, как правильно. Ну, в общем, мы сейчас будем пить чаек. Красивые эти кружки. Вот. А посудой обеспечила всех. Всех буквально. И родню, и не родню. Да, Анжелин? Анжелика, махаешь. Кто это?
Девочки, ну все, начинаем первую, показываю вам первую постель. Постелька для мальчишек. Смотрите, вы же учитываете, что у меня кровать огромная, двухспальная, что это полуторки идут. Софишка, переверни, пожалуйста, покажи подушку с другой стороны тоже, покажи. Вот, с такой желтенькой, а с другой стороны красненькая, да, машинка? Вот такая вот постель, и с ним идет вот такое вот стеганое одеялко, девчата. Посмотрите, как же это красиво. Просто посмотрите, девчонки. А, я не это снимаю, да? Вот так вот. Не нужно ни пододеяльники одевать, ничего, да, Софиш? У Софички тоже такая кукла Лол, постельку мы отправили. Вот. Девчонки, вот такая вот постель. Софиша, встань, пожалуйста, рядом. И также мы рекламируем халатики, девочки. Халатики идут с 5 до 10 лет. Зайчики называются. Цвета у них есть совершенно разные, да, Софишка? Софишка поправляет кроватку. Покажи людичкам, как. Тепленький халатик, хороший? Тебе нравится? Да, зайчик. Морковочка нарисована на карманчике. Ушки вот такие, да? Мягенький-мягенький, девочки, халатик. Качество просто супер, девчонки. Хозя? Софишка, скажи нам только честно. Ага. Ты спала на такой кроватке? На такой постели? Да. Твоя постель как называется? Кукла Лол. Тебе понравилось? Скажи людичкам честно. Да. Вот, видите, ребенка обмануть невозможно. Очень красиво, капюшончик вот так вот снимается. Халатиков, цвета разные у халатиков есть. Ну-ка, положи, Анжелика, нам сюда халатики. Цвета на кровать просто И покажи. еще можно вот так, когда лето. Когда лето, можно так, да. У нас вот два друг на друга похожи, вместе ложить не очень. Давайте я покажу, какие цвета будут. Смотрите, это розовый цвет, зайчик. Угу. А другой зеленый. Угу. А другой... На кроватку залазить не надо. А другой желтый. Желтый. Да, вот так подходи. А Угу. другой голубой, а другой серый. Все правильно, совершенно верно. Вот такие вот халатики у нас есть в наличии, да? Ой, да. И постелька, девочка, какая хорошая постелька вот для мальчика. Вот этот набор идет для мальчиков. Очень-очень хорошее качество, девчонки. У меня Очень. такая вот Пошито есть. просто Видите? супер. Лепестки. А, У меня вот такая есть. да, у Софички такая постель, кстати, ее уже купили. У нас несколько штук было, их разобрали. Вот, они тоже у нас есть. Софички кукла Лол, да? Да. У тебя же роза с розовым, правильно? Розовый, да. Да, вот такая вот у Софишки точно. Ну, тебе понравилось, да? Да. Ну, У хорошо. меня есть, смотрите, вот такая девочка. И еще у меня была такая маленькая куколка. Мгм. Вот В общем, девчонки, у халатика вот такие вот цвета есть. Розовый, как у Софишки, и идут вот такие вот цвета. Вы выбираете, видно расцветки отлично. Я специально купила телефон, чтобы вам было хорошо видно. То есть, ну вот так вот. И постелька тоже. Дальше будем показывать все остальные постельки тоже. Ну, Одеялка просто супер. такая теплая, даже она хочется накрыться. Да? Вот Да. так и накроешь. Угу. Хорошая постель очень. Ну все, идем дальше. Показываем другую теперь постельку. Вот такой Софишкин комплект. Софишке тебе понравилось? А что ты грустная? Ты меня обидела. Чем? Чем? Говори, зарядки нету. Так я тебе говорю, Софиш, не трогай мой телефон. Ты посади зарядку. Вот я сейчас начала снимать, а у меня зарядки нету. Ну тогда иди на зарядку. Так уже ж время пройдет. Мне же... Все, ладно. В общем, девочки, просто не у нас сложно. Это Софишкин набор я расстелила, на котором она уже спала. Софиш, переверни подушечку на другую сторону. Покажи людичкам, пожалуйста. Вот розовый, с другой стороны голубой, как хотите. Вот этот комплект в собранном виде. Идет наволочка, простыня, одеялка. Это полуторка. Детские комплектики. Очень-очень хорошее у них качество. Никаких пододеяльников, ничего не надо. Стираются отлично. С ними ничего совершенно не происходит. И халатик, Софиш, покажи еще зеленый халатик людичкам. Встань, иди. Мягенький, да, морковочка на карманчике нарисована, такой зайчик. Теплый-теплый. И не обязательно после ванны. И на уличку выйти, если прохладно, можно одеть, да, халатик? Правда? Тебе нравится халатик?
А почему ты мне никакой не заказала? Я ж тебе заказала. Какой? Розовенький купила тебе. Когда покажу. Ну, который ты первый показывай, розовенький. Мы же тебе подарили. Ты забыла? А ты говорила эту розовенькую зайчиком другим людям. Так у меня же их много есть розовеньких. И зеленых, и синих, разных. У меня же есть. А? Есть. Ну вот, видишь, у тебя к носочкам даже халатик подходит. Это угадай, кто это? Зайчик? Нет. А кто? Нет, вот здесь. А, авокадо? Да. Американская абака. Ну, тебе нравится халатик, девочки? Очень хороший. Детские вообще качество просто супер, девчонки. Прям мягко. Даже если после ванны одеть, и полотенце не надо на голову одевать. Хорошие. Они идут от 5 до 10 лет. В наборе этот комплектик смотрится вот так вот. Снимать? Ну, видите, да? Да, можно снимать, Софишка. Вот такой вот набор Человек-паук. Мальчишки любят. Но он все одного цвета. Тоже такое же качество. Наволочка, значит, подушечка. Ну, подушки нету в наборе, конечно. Но вот на такую подушку я имею в виду. На плоскую, да, вот такая вот. Наволочка хорошая. Вот она. И одеялка. Стеганое одеяло. Это все в комплекте. Угу. Хорошая очень постель. Очень хорошая. Качество. Не пододеяльник. Мне нравится то, что не надо пододеяльник одевать. Раз, недельку попользовался, все, в субботу в стиральную машину простернули и все, пожалуйста. Идеальнейшее качество, девчонки. Просто супер. Пошито классно. И постелька отличная. Девочки, вот такое еще с мотоциклами тоже мальчишки любят. Сейчас, секунду, нажал. Вот так вот наволочка идет. Качество, конечно же, идеальное. Расстегнул, постель будет служить вечно, пока не надоест, то точно. Ну, кровать большая, это полторашка, вот вы видите, да? А так очень хороший комплект. Разложи одеялко. Вот такое вот одеялко красивое. Тоже стеганое. Не требует ни пододеяльников. Ничего, простернул, одел. Для деток самый раз. Софишке очень понравилось. Она сегодня уже ночью спала на таком комплекте. Одевали на ночь. Ей так понравилось. Она, что, со мной кукла Лол спит, да? В общем, хорошие комплектики такие, девчонки. Просто супер. Вот такая же кукла Лол. Вот. Но это тоже просит себе оставить. В общем, оставим себе. Будем по очереди менять, да? 2 Лола оставим. Хорошо, уговорила. Ура, 2 Лола. 2 Лола оставим, да. Пусть будет 2 Лола. Будем одну постелим, другую постираем. По очереди, да, будет постелька? Посмотри. А можно будет одну в садик взять, правда? Нет, мам, смотри, другое мне, а другое в Зулихе. Давай? Угу. Она все Зулихе дает. Потому что Вот я такое не вот. жадная. Все правильно. Жадной быть нельзя. Все, Софишка легла. Всё, до свидания, дай поспать. Все, спокойной ночи, Софиш. Угу. Скажи, ты хоть Людичкам скажи, Людичке спокойно. Людочки, спокойной ночи. А зачем спать, если лето? Зачем спать, если лето? Мам, а давай сейчас пойдем на море? Ну да, сейчас нам как раз на море. В эту минуту выезжаем сейчас. В общем, вот такой вот комплект, девочки, тоже Лол. Он такой красивый, смотри, у него глаза звездочка. В глазах звездочка, да? Вот она. Ну да. Такая же красивая и уютненькая. Уютненькая, да? Хорошо тебе, да, спать? Угу. Умничка. Молодец. Девчонки, вот такая вот постель. Это евро. Огромный размер. Моя постоянная клиентка, она давно заказывала именно желтый цвет. Я нашла. Она назвала эту постель «Шоколадное сердце». Вот. Так что у нас теперь... У нас свои, да, названия? Киса, эта постель называется «Шоколадное сердце». Иначе ему не придумать название. Хорошо, пусть будет «Шоколадное сердце». Девчонки, он громадный. Громадный комплект. Шикарнючий просто. 2 наволочки идет. Огромная простынь. Огромная. Там, значит, смотрите. Там, значит, идет
простынь 2 на 2,30, одеяло 2 на 2,20. Это огромный размер. Тоже качество, девчонки. Пододеяльников ничего этого не нужно. Вот такая вот простынь. 2 наволочки в комплекте. И вот такое одеяло. Поправь, пожалуйста, Анжел. Которое, конечно же, не требуется никаких пододеяльников. Что мне очень нравится. С моим графиком жизни мне это всегда очень напрягало. Это долго, пока оденешь все пододеяльник. То раз снял одеялко, простянул. 18 минут с ополаскивателем. Не надо никаких порошков, ничего этого. Просто ополаскиватель и 18 минут. Все. Больше совершенно ничего не нужно. Вот такая вот постель. Вот она вот так вот смотрится. Шоколадное сердце. Кто будет заказывать, чтобы вы имели в виду. Девочки, вот такой теперь набор. Тоже двухспалка. Те же размеры. Вот 2 наволочки идут в комплекте. Простынь огромная, это евро размер. И одеяло. Одеяло, миллионы раз говорю, которое не требует пододеяльников. Стеганое такое одеяло. Значит, размер простыни 2 на 2,30. Размер одеяла 2 на 2,20. Учитывайте то, что если у кого кровать чуть поменьше, естественно, можно хорошо здесь подвернуть. Естественно, лишь бы не было маленькой. Но у меня кровать огромная. Огромнейшая кровать. И даже внизу, видите, свисает оно. То есть маленьким он точно не будет, так как кровать огромная. Не обращайте внимания на наш творческий беспорядок. У нас съемка идет. Нам все это нужно показывать, новинки, все. Вот такой вот шикарный комплект, девчонки. Реально говорю, качество отличное. Просто супер класс. Вот, просто супер класс. Вот такой вот комплект уже готовый. И одеяло, и все есть. Просто лег и спи, как говорится. Значит, девчонки, вот такой вот комплект. Тоже шикарный. Ну, у меня все шикарно, потому что некрасиво я ничего не привожу. Я только исключительно все, что было красивое. То, чем пользовалась бы я сама. А ну-ка, Анжелика, сделай нам мастер-класс. Не так. В другую сторону, по-моему, да? Или так? Так? Огромный, девчонки, огромный размер. Ой, как красиво смотрится. Значит, как и повторяю, потому что, мало ли, может, это видео будет первое. Они же не... Когда я их монтирую, они не все бывают по очереди, как я во время съемки это делаю, да? Рассказываю. Значит, огромная простынь, это евро размер, огромная простынь 2 на 2,30, 2 на 2,20 одеяло, на которое не надо совершенно одевать пододеяльники. 2 наволочки, 50 на 70. Вот, значит... Ой, так хотела что-то быстро сказать и забыла. Значит, комплект, вот как вы видите, очень-очень красивый, в сердечках. Вот. Что меня радует, не нужно одевать пододеяльник. Это все уже... Это уже... Ни в коем случае. Почему? Как это? Людички будут покупать, а ты будешь валяться на их постели? У тебя свои, аж 2 я тебе подарила. Аж 2. Это что, людички? А это папин дог. Да. Ты ж подожди, ты ж Людичкам скажи, они не знают, что такое дог по-чеченски. Они же не знают, ты им рассказала бы. А вы знаете, что такое дог? А, нет, мы не знаем. Что это? Поцелуйчики. Дог это же сердечко, сердце. Да. И папин дог, это значит и папино сердце, да? Мама, да, Анжу, давай. Девчонки, в общем, вот такой вот шикарный комплект. Шикарнючий просто. Такая вот красота, посмотрите. Это просто нежнятина, такая нежность. Качество такое классненькое. Прям, ну вообще, ну супер, просто супер, девчонки. Просто супер класс. Девочки, вот такой комплект. Как он называется? Звездная ночь. Звездная ночь, да. Как это звездная? Двухсторонняя. А одеяло двухстороннее тоже. Ух ты, какой класс. Я даже этого не знала. И одеяло двухстороннее. Нифига себе. Класс, да? Супер.
Так, главное, подушки тоже можно менять. Это я просто так положила. Подушки тоже. Ну, оставил белый, Анжела. Да, можно так, мне кажется, белое лучше. Когда сочетание, да, вот так вот идет, то лучше смотрится. Да, девочки, размеры те же, как я и говорила, состав тот же. Значит, здесь одеяло идет 2 на 2,30. Нет, да, 2 на 2,20 одеяло, 2 на 2,30 простынь. Огромная простынь. Комплект этот двухсторонний, то есть вообще классно, можно двухсторонним пользоваться, как хотите. Шикарный такой набор, девочки, просто супер. И опять-таки не нужно ничего одевать. Никаких пододеяльников, да? Все, вот так вот готово. Просто супер. Смотрится комплект, конечно. И большой евроразмер, прям огромный, огромный. Теперь, конечно, суперская. Звездная ночь, вообще то, что она двухсторонняя идет, вообще классно. Ты тоже показывай? А? Тоже? У нас там работа кипит. Супруг работает на улице. В доме новом что-то делает. Классно, да? Такая вот постелька. Анжела, ему какое ты название дала этому комплекту? Одуванчик. Одуванчик, да? Хорошо, Анжела. Хорошо. Тоже такой нежный, красивый цвет. Нежно-фиолетовый, что ли, такой вот. Вот. Хороший наборчик, тоже красивый. Кто любит фиолетовый цвет. Вот такой, да, у него цвет? Поправь там хорошо. Мне кажется, лучше закрыть, да? Не закрою. Вот так вот, хорошо. Да, тоже, девочки, 2 на 2,30 простынь, это евро, 2 на 2,20 одеяло огромное, 2 наволочки вот такие, как вы видите. Качество хорошее, супер качество, красиво такое, знаете, кому не надоедает все так, знаете, такие цвета яркие, кто не любитель, тем вот самое класс. Вот у него расцветка в реале, это так смотрится, вот, ну, в общем, вот такая вот красота. Красиво очень смотрится. Поправь здесь, я хочу сфотографировать. Вот так, добавить, чтобы были наволочки видны, да, как для фото. Угу. Вот, девочки, вот такая вот красота. Такой насыщенный цвет. Ну что, свою подушку чуть ниже опусти, а то моя ниже твоя. Ой, еще. Такой насыщенный цвет прям. Анжела, как ты назвала эту постель? Красная королева. Анжела дала имя ей Красная Королева. Так что вы берете постель уже с названиями. Так что имейте в виду. Уже тут все готово. У каждой постели рождается название во время съемки. Девчонки, ну, то же самое. Ну, шикарный. Прям такой шикарнючий цвет. Насыщенный такой, знаете. То же самое. 2 на 2,30 простынь. 2 на 2,20 одеяло. И 2 наволочки. 50 на 70. Стирать. Простернуть легко, пододеяльники одевать не надо. Качество отличное. Просто супер класс качество. Поэтому, ну, вот такая вот постель. Смотрите, как она смотрится шикарно. Стеганое одеяло. Знаете, под ним, знаете, это такое качество и материал, под которым летом не жарко, а зимой не холодно. Очень хорошая. Мы-то пользовались такими. И сейчас пользуемся. Очень хорошее качество.
И что меня радует, не нужно одевать пододеяльник. На эту двуспальное одеяло, пока его оденешь, ой, а то простернул на 18 минут, даже порошки, ничего этого не надо. Ну или там жидкий какой-то порошок. Самый лучший ополаскиватель. На 18 минут прокрутили, все, до свидания. Чем оно больше стирается, тем у любой постели портится качество. Самое меньше, 15-18 минут, кондиционер и до свидания, как говорит София. Вот так вот. Девочки, вот такая постель шикарная, с рисунком. Она вообще идет как двухсторонняя. Ее Анжелика назвала «От зари». От зари до зари, от темна до темна. Песня слышала у Татьяны Булановой? Тоже одеяло двухстороннее. Да, это идет двухстороннее одеяло. Идеально. Идеально, да. О, ага, это класс. Вот так вот сделай, чтобы сфоткать можно было. А перевери подушечки, покажи на другую сторону. Они же тоже могут быть, да, как бы можно и другим цветом. То есть использовать можете, как будто это два разных комплекта. Один раз на таком полежали, второй раз на таком, чтобы не надоедало. Шикарный комплект, конечно, девочки. Шикарнейший. Также, как я и сказала, 2 на 2,30 простыня, 2 на 2,20 одеяло и 2 наволочки. Вот такие вот двухсторонние, вот такие вот красивучие. Ну, давай здесь поправим мне для съемки, да, погоди-ка. Вот так вот красиво смотрится, девочки. Шикарненько, прям шикарно. Барон? Я барон, да, вот так вот. Понятно? Вот так вот, девочки. И в такой расцветке можно использовать. То есть, как вы этого захотите. Понимаете? Ну, пошив отлично, девочки. И качество хорошего постели. Реально вам говорю. Так, девочки, теперь вот такая постель. Называется белый тюльпан. Белый тюльпан. Под одеяло тоже двухстороннее идет. Каким цветом стиле черным? А? Каким цветом стиле черным? Каким цветом? Пока думаю. Давай черным, да, черным. Чтобы белое там так поправить красиво, да, сделать. Очень красиво. Наволочки тоже двухсторонние, девочки. Наволочки тут двухсторонние. Поправь еще, Анжел. Еще нужно. Там, вверху. Туда поднять вверх к подушкам. Вот так, да. Вот так это шикарно смотрится, девчонки. Белые тюльпаны. Желтые тюльпаны, вестники разлуки, да, как говорится. В общем, вот так смотрит красиво. Когда двухсторонняя, очень красиво смотрится. Очень. Можно и так одевать, и этой стороной, и другой стороной. То есть, как вам будет угодно. Ну, красиво смотрится. И самое главное, ничего не надо стирать. В смысле, одевать пододеяльники, это все классно. Очень классно смотрится. Девочки, вот такая постель. I love you. Но Анжела сказала, что это хрустальное сердце малины. Очень красивый цвет такой, знаете, прям такой нежный цвет. Какое? То ли серый, да? То ли я не знаю, да? То ли стальной, то ли серый, с розовыми сердечками. I love you. Ну, смотрится классно. Это все, конечно же, шикарно. Очень красивая постель. Ну, говорю, там были такие, которые вообще, ну, мне не нравились. Я лично выбирала все то, цвета, которые мне нравятся. И надеюсь, они понравятся вам, девочки. Очень сильно на это надеюсь. То, что я это выбирала с большой любовью. Очень сильно переживала, чтобы вам это понравилось все. Выбирала, бегала, смотрела. Сейчас фотку покажу. Ну вот его настоящий цвет. Вот он. Как это выглядит. Красивый такой, он как-то с
то ли блеск какой-то дает, то ли оттенок. Вот красиво как-то смотрится, прям, знаете, так нежное качество. Супер, девчонки, просто супер. Очень хороший пошив. Постелил, лег и спи. Не надо одевать пододеяльники. Это все бывает очень надоедает, как говорится. Очень красиво смотрится. Постель хаки. Постель хаки, Джема говорит. Сердечко. Вот такой зеленый цвет. Ну, он не зеленый, он такой цвет хаки. Вот у меня есть, да. Тут огоньки. Вот на фото, да. Просто свет, отражение падает, но на фото вот он такой цвет. Один в один. Прям один в один. Красиво очень постель. Тоже нежная. Такая, ту подушку немножко опусти. Все время я под верхом жал. Да. Так, вот это красиво. Ой, сколько нам работы. Еще это все слаживать. Каждую свою упаковку. Ну ничего. Лишь бы вам понравилось, друзья. Стараюсь все ради вас. У меня желание, чтобы вы это оценили, заказали, чтобы вам это все понравилось. Огромное одеяло, как я и сказала, простынь 2 на 2,30, одеяло 2 на 2,20 и вот 50 на 70 наволочки. Вот такая вот красивая постель. Красота. Красотушечная. Красивая очень постель, прям нежно. Ну, они все красивые. Каждая по-своему. Я их выбрала лучшие из лучших. Все, что было, я еще красивее выбрала. Красиво смотрится.